Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. Сегодня у нас солнечное затмение, как вы знаете. И для этого мы с вами сели погадать на кофе, чтобы узнать какую-то интересную информацию в такой потрясающий день. Тем более, что сейчас открывается коридор затмений, вплоть до лунного затмения, да. И, естественно, нужно узнать вот такой день, да, что на пороге, какие события на пороге. Гадание это у нас на одну позицию, но при этом данное гадание очень действенное, гадание на кофе даже на одну позицию, потому что вы что-то все равно для себя подчерпнете. Вот, во-первых. Во-вторых, это энергетически заряженный день. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Главное, когда оно записано, да, в день солнечного затмения. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что на пороге, да, что на пороге. Когда мы рассматриваем кофейную чашку, вот у ручки всегда то, что у вас вот-вот было, там, ну, ваше прошлое, настоящее. Давайте глянем, что тут у нас у ручки. Значит, мы здесь видим, вот как, вот знаете, много событий, да, при этом вот крапинок, когда много, вот так, есть совсем сильно покрытые крапинками места, есть поменьше, но это значит, что у человека много проблем навалилось. Вот у вас в прошлом, в более отдаленном, видите, совсем в дальнем меньше было проблем, потом навалилось очень много, да, и сейчас среднее количество проблем, но оно вас очень беспокоит. Однако я здесь вижу, вот смотрите, вот как будто бы ведьма летит на метле. А это значит, что в совсем недавнем прошлом или настоящем, да, либо вы обладаете вот какими-то магическими, экстрасенсорными способностями, занимаетесь магией или хотите привлечь удачу, да, на свою сторону. Либо есть другой вариант, что, возможно, кто-то в вашу сторону совершает какие-то магические ритуалы, и вам на это обязательно нужно обратить внимание. Это очень-очень важно. Вот, потом, значит, смотрите, я здесь также вижу вот у ручки, да, вот здесь вот такое пространство, то, что есть, возможно, вот если мы вот так перевернем, да, чашку, как будто вот какой-то росток, да, вот раз, и как росток такой завивается, как будто гороха растет, да, вот заметьте. И, конечно, это показывает, что все равно момент роста у вас есть в жизни. То есть, более того, возможно, вы даже пускаете корни, да. А еще, если вот так перевернуть, как будто человек машет там молотком, топором или, допустим, ну, кисточкой еще вариант, да. Может быть, это связано с вашей работой, то, что вы сейчас очень много работаете, вам очень много нужно делать в жизни. Еще я вижу здесь вот крест. Крест, он всегда показывает, что в жизни было много событий таких вот судьбоносных, может быть, судьбоносные встречи, да, и эти события, конечно, очень сильно повлияли на вас и поменяли, может быть, какие-то, вот как на судьбу, да, поменяли, то есть какие-то встречи, какие-то моменты в жизни, да, там события поменяли, вот как будто поворот сделали вашей судьбы совсем не так давно. Вот. Что я еще вижу? Вот здесь человек сидит как будто бы за столом и что-то пишет, да? Это тоже может означать, вот как, что вы что-то пишете, пишет вам кто-то письмо. Вашу деятельность может быть связана с текстами или с бухгалтерской работой, с экономической работой. Здесь самолет. Либо к вам мог недавно кто-то лететь, или вы могли куда-то лететь, вот. Или был момент вот как крупного перелета какого-то в жизни, перехода, может быть. Но в любом случае, вот да, проблем, вот прям многовато проблем, вот заметьте, у вас в жизни было. Хорошо, теперь смотрим ваше, что на пороге, да, ближайшее будущее. Вот эта чашки сторона показывает вашу личную жизнь. Вот это ваша финансовую жизнь, работу, карьеру, финансы. Это вот самое отдаленное будущее у нас. Одно – это ваш дом. Вот в ближайшем будущем, что в доме, да, будет. Хорошо, давайте посмотрим вашу личную жизнь. Мы здесь видим огромное дерево. Вот смотрите. Огромное дерево на личную жизнь показывает, что что-то в личной жизни укрепляется, растет, цветет, корни пускает. Поэтому здесь может быть, что в ближайшем будущем у вас идет становление семьи, укрепление семьи. Я здесь вижу сердечки периодически. Это значит, что у вас будет большая любовь на долгие годы или уже есть, но тогда будет укрепление отношений. Я здесь вижу рыбку. Те, кто
думает, что может забеременеть, берегитесь, потому что реально это всегда рыбка означает, видите, тут даже 2 рыбки, как будто 2 детей, да? То есть прибавление может быть в семействе, если у вас еще нет 2 детей, то это может быть прибавление в семье прям. Так, хорошо, что еще в личной жизни? Но я здесь вижу вот вообще моменты такие, да, вот как дерево много веток пускает. Вот как будто бы ваша семья, ваши родственники общаться будут с вашим любимым человеком. Вот. Тут у нас еще, вот видите, как ящерка такая, символ огня, да, символ того, что в жизни будет присутствовать много ярких эмоций, страсть. Так, что еще? Птички. Вот я вообще вижу здесь, то птички на дереве сидят. Это новости. Все разные новости будут приходить в связи с личными отношениями. Или, как говорят, вот люди сообщения пишут, да, друг другу, смсятся постоянно. В WhatsApp там, допустим, пишут. Вот опять птичка, видите, сидит на ветвях. Это очень хорошие знаки, кстати, птички, да, что с любимым человеком идет много общения, свиданий, разговоров, делитесь друг с другом. Ну вот, кстати, самолет еще может тут заходить и на личную жизнь. Может, он вас, этот любимый человек, приедет или там прилетел уже, допустим. Или он издалека, из другой страны даже, может быть. Там родом из другой страны, да. Перевернем. Что-то еще, какие-то знаки найдем. Тут вообще очень красивая чашка сегодня, заметили, это дерево, оно просто вот шедевральное, потрясающее. Вот каждый раз мы с вами в чашке находим что-то очень интересное. Я здесь еще вижу, знаете что, вот как человек дым пускает. Вот не знаю, вот у меня такая ассоциация пошла. И, возможно, кто-то у вас как баню топит, курит, что-то такое. Дым пускает, вейп курит, может быть, кто-то в семье. Или, ну, как любимый, может, человек. Вот это как барышня такая, смотрите, барышня. И тут как у нее что-то еще, вот как, может быть, подарок. Возможно, вы любимому человеку будете дарить подарок в скором времени. Так, что еще? Ну, у вас, видите, это дерево, оно куда-то вот как в прошлое, видите, в настоящее заходит корнями. Это значит, что эти отношения должны были уже зародиться. Или вот сейчас берут начало, да? Ангела вижу, значит, отношения под благословением высших сил. Давайте на дом на ваш посмотрим. Вот в доме я вижу первое, да, бегущий человечек. Что дома все время подвижные люди, как живут, бегают, что-то суетятся, что-то все делают. Много дома работы какой-то, вот знаете, домашней, может быть. Я вижу у вас дома 1 человечек, 2 человечек, вот еще как 3 маленький, может даже 4. Вот тут как, много как будто бы людей, да? 4-5 человек или ну, 3-4 человека, вот так. Я вижу фигуру из белых, похожую на легкие или парные органы. Обратите на это внимание, что дома нужно проветривать, давать всем домашним пить больше воды, чтобы почки и легкие были в порядке. Парные органы должны быть в порядке у вас. Еще я, знаете, что вижу? Вот это если бы как елка, а под елкой как кто-то, да, вот сидит. Еще может быть такое, что есть дома человек, кто любит в лес ходить, или люди, кто в лес, на природу любят ходить. Вот нужно всем вместе ходить, чтобы легкие, видите, дышали, чтобы больше как чистого воздуха было. Провести на природе время вот со своими домашними. Вот здесь еще вижу как паутина или паук, вот что-то как вот такое, мне кажется. Это значит, что воля матери в доме очень сильная, имеет влияние, даже если она там не живет, вот ваша мать, допустим, или ее мнение, или ее какие-то, вот, или мать вашего мужа, допустим, ну, вот кто-то из матерей вьет свою паутину. И, конечно, могут быть и не очень иногда хорошее влияние. Так переворачиваю, вообще как большая птица, попугай бы на ветке сидит, даже на крупной ветке. Попугай — это вообще символ болтливого, разговорчивого человека, дразнилки, но в то же время умного, интересного. Кто-то собеседник дома интересный может быть. Вот здесь вижу профиль человека, как будто, да, вот как раз профиль человека, женщины. Тоже интересно, как наблюдает за всеми в доме, смотрящий за домом женщин, как будто, да.
Но в доме все будет благополучно в ближайшем будущем, на пороге все будет благополучно. Ну и работы в доме будет много, в квартире, может быть. Ваши финансы на пороге, карьера, работа. Беготни очень много будет, суеты, но и вверх подъем идет, видите? То есть как подъем финансов, так и подъем по карьере или в бизнесе. Много саламандр здесь вижу, ящерица, это хороший знак ящерицы. Когда мне кажется, что это ящерицы, это значит, что огня много. Созидательная энергия пошла. Опять вижу знак парных знака зодиака, да, то есть это либо близнецы, либо рыбы. Вот такой знак зодиака. Это значит, что кто-то в работе, в финансах влияет на вашу жизнь под этим знаком, близнецы или рыбы. Собаку вижу, значит, в финансах и в работе преданный человек есть, соратник, сотрудник, с кем вы можете, как говорится, как кашу сварить. Но есть и дракон. Не ссорьтесь с драконом в работе, вы можете нажить серьезного врага. А если будете дружить, то это будет самый лучший покровитель. У вас есть вот такие всякие люди. Тут много зверей, значит, много людей, которые как-то соответствуют описанию зверя. Да? Рыбы тоже вижу. Такие рыбки, именно маленькие рыбки. Это значит, что в деньгах пойдут прибавления. И насекомых много вижу. Это всегда говорит о прибавлении в деньгах. Всегда. То есть деньги, как вы видите во сне, также в кружке. Если вы видите много как будто вот какой-то букашки, таракашки, там ящерки, это всегда говорит о том, что деньги будут прибавляться. А вот смотрите, у вас будущее как идет. Такая открытая, широкая дорога, да? И проблемы, вот раньше у вас, смотрите, сколько проблем, много проблем. А в будущем видите, как мало проблем? У вас открывается чистый белый путь. И значит, что после того, как вы вот это вот сюда осуществите, у вас еще и дорога открывается. Открытый путь новых возможностей, где не столько много проблем. Вы идете беспрепятственно дальше, у вас все хорошо. Вот видите, какая интересная чашечка. Ну, вот такая вот у нас сегодня чашечка, что на пороге. Пишите свое мнение, понравилось ли вам гадание. И надеюсь, что оставаться будете с нами. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем пока и до новых встреч!